Тропою предков добраться до вершины. Расскажем, как прошло ежегодное коллективное восхождение на Столовую гору. М1 Global – турнир, который покорил своей зрелищностью и самобытностью. Напомним победы и поражения. Добро пожаловать в Ингушетию. Что больше всего привлекает туристов в крае башен и легенд? Добрый вечер, это новости 24. В Джейракском районе прошло еще одно заметное событие – ежегодное восхождение на Столовую гору к храму Миоцели. Много веков назад именно там наши предки проводили различные религиозные обряды, устраивали празднества. Участникам нужно было преодолеть маршрут почти 3000 метров. Это своего рода тест на выносливость. Репортаж Руслана Албагачиева. Прежде чем покорить Столовую гору, нужно обязательно пройти инструктаж. Как выбирать тропы, как не растрачивать энергию и что необходимо брать с собой, рассказывают те, кто уже не раз поднимались на Миотлон. После того, как маршрут выбран, на всякий случай стоит проверить рюкзак, все ли на месте. Это вот такие палочки, они раздвигаются, делаешь свою длину и высоту, и вот так, и работаешь ими. Маршрут, выбранный сегодня покорителем вершин, находится на крутых подъемах и пролегает через родник. Жители равнинных ингушских селений и гости решили устроить себе небольшой горный экстрим. Награда за тяжелые физические нагрузки – невероятный вид, который открывается с высоты птичьего полета. Многие молодые люди пришли испытать себя на выносливость. С России приезжают к нам в горы пойти и посмотреть. Я сам живу на Кавказе, практически не был здесь, в наших местах. Вот и хочу налюбоваться. Объявленная Миннацем республики акция по восхождению на Столовую гору собрала немало желающих прикоснуться к традициям своих предков. Организаторы в такой момент даже засомневались, хватит ли автобусов для всех желающих. Ровно в 7:30 утра люди с крепкой силой воли взяли курс на гору. Где-то человек 200 уже поднялись на Столовую гору. Остальные поддержают, и дополнительно есть люди, которые уходят туда наверх. Сотни звонков. Людям очень интересно вырваться с равнины, приехать сюда, у подножия Столовой горы, и где-то 4-5 километров подняться наверх. Это, конечно, не каждому под силу, но все-таки отказавшихся, чтобы зайти наверх на Столовую гору и посмотреть на наше бывшее святилище до принятия ислама Миоцели. В прошлом году было восхождение, понравилось безумно, поэтому в этом году решил приехать. Конечно, эмоций много, погода нам, конечно, сопутствует. Народу очень много, и это драйвует, потому что я вижу, сколько людей в этом году. Мне кажется, даже больше людей в этом году, чем в прошлом. Поэтому я, конечно, желаю всем, кто восходит на эту гору, зарядиться энергией, позитивом. Многие из них до этого дня никогда не бывали в горах, а те, кто был, только у башен. Так что на Столовую гору почти все поднимаются впервые. Есть в группе и гости из других регионов, откликнувшись на объявление в столь массовом восхождении. Сложновато, учитывая мой возраст, но я себе в день рождения решила сделать такой подарок, поставить галочку «Спортивный интерес». Вот. И, если честно, хотела еще обозреть окрестности, но погода не позволяет. Также вот это восхождение, вот если вернуться к этой ситуации, это как бы маленькая победа в твоем сознании, что ты, оказывается, что-то можешь, не настолько ты там уже и старый там. Со стороны может показаться, что подъем не такой и крутой. Для восхождения не понадобится много сил и времени, но это только на первый взгляд. Через час покорители вершин устраивают первый привал – родник. На отдых не более 10 минут. Тут я часто бывал раньше, когда молодой был. В горах группы водил, был инструктором, будучи студентом еще. А там в горы тянет, горы это тоже, раз пошел, второй, третий, домой идешь, думаешь, больше не пойду никогда. Пришел, неделя не прошла, опять пошел. Это для здоровья, для того, чтобы почувствовать себя мужчиной, преодолеть сам себя. И когда другие ситуации будут, чтобы дух иметь. И у нас, кроме Брюса и Казбека, тут свои горы прекрасные. Мальчо-Шкорт, Эрзилам, там Махис-Магали. У нас свои прекрасные вершины есть. Идут вверх люди разных возрастов. Особая гордость берет за Дауда Тачиева. Дедушке 80 лет. И несмотря на почетный возраст, он один из первых добрался до ключа. Перевел дыхание и вновь готов отправиться по следам предков. Счет потерял. Здесь много раз я поднимаюсь. И сегодня всем желаю, чтобы подняться до Столовой горы. До Столовой горы.
И не только до Столовой горы. Всю Ингушетию, все горы, которые есть у нас в Ингушетии, мы должны их пройти. В группе покорителей вершины целые семьи. Беслан Ажигов взял с собой в поход в это воскресное утро 3 детей. Самому младшему всего 5 лет. И путь в четверть дистанции ребенок преодолел без особой нагрузки. Сейчас семья сделала привал, чтобы перекусить. Подъем массовый нам очень легко совершать, когда с детьми просто одному тяжело подниматься, а вот так массово даже что случится, не так опасно. Поэтому это очень стимулирует людей. Это активный отдых на самом деле, самый благоприятный такой, для здоровья полезный и для приятно для души, чтобы природу посмотреть, свежим воздухом подышать. Пока одни отдыхают, другие продолжают восхождение. Деревянные трости уже не помогают. Крутой подъем отнимает все силы. Ноги начинают неметь, но ребята продолжают взбираться. Ну, я в этом году поднимаюсь 2-й раз, но так как мы пошли другим путем, более крутыми тропинками, намного сложнее, честно говоря. А так, с собой водичку, какой-нибудь сухой паёк такой, чтобы не умереть с голоду, как говорится. И все, в принципе, так терпимо, просто надо адекватно оценивать свои силы и подниматься спокойно, так не спешить. Зонтик на всякий случай, если дождь пойдет. Холодат, хози. Нормально, доберемся до Лендали. Не открылось еще 2-е дыхание? Вот-вот, я на грани, как говорится. Несколько часов утомительной ходьбы по узким горным тропам неудобному серпантину кажется вечностью. Огромные зигзаги, обрывы, а до финиша еще далеко. Впереди огромные пики, скалы и ущелья. 40% дороги уже позади, остается совсем немного, и мы будем у нашей цели. Цели на самой вершине Столовой горы. Впереди, правда, у нас еще один сложный участок под названием Серпантин. Но надеюсь, что его мы сможем преодолеть с легкостью. Проходишь 10 метров, крутой подъем, через минуту резкий поворот, а по сторонам сплошной туман. И такая картина практически на всем пути. Чуть отстанешь от группы и заблудишься, но чтобы таких казусов не случилось, вместе с группой поднимаются спасатели из отряда Армхи. Спасатели 8 человек у нас, что сопровождаем всех восходящих. Каждый год здесь участвуем. Сегодня более-менее нормально прошло. Были, конечно, из-за сильного тумана те, кто заблудился, кто в сторону ушел, но серьезных таких казусов не было. Чтобы добраться до Мят-Селей, древнего ингушского храма, требуется около 3,5 часов. Адам Аздоев со своими друзьями встречается нам не в попутном направлении. Добравшись до самого пика, ребята поставили новый личный рекорд – 3 часа и активно спускаются обратно в Бейни. Далекое место, честно сказать. Подняться тоже нетрудно, но спускаться более легче. И, наконец, финиш. Мят-Сели, древний ингушский храм, почти самая вершина Столовой горы. Фото на память и время релакса, соединение с природой. Правда, на то времени не так много. До темна нужно успеть спуститься обратно. I'm very love Ingushetia. I want to know about culture in Ingushetia. Аппетит в горах разыгрывается по-особенному, поэтому организаторы позаботились об этом. У подножия горы покорители ждали угощения и отдых. У подножья покоренные сегодня вершины. Руслан Албогачев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сегодня мы еще раз напомним о блистательном участии наших файтеров в М1 Global. Турнир прошел накануне в Ингушетии. Битва в горах была посвящена 25-летию республики. Бои транслировали в более сотни странах на 4 континентах. В состязаниях приняли участие лучшие мастера смешанных единоборств со всего мира. От Ингушетии выступили 7 спортсменов. 6 из них одержали победу. Главным поединком за титул чемпиона в легчайшем весе стал бой между ингушским бойцом Остром Евлоевым и спортсменом из Москвы Павлом Ветруком. О самых ярких моментах рассказывает Тамерлан Хамкоев. 10 интереснейших поединков ждут зрителей битвы в горах. Традиционный турнир среди сказочных красот Ингушетии с каждым годом притягивает все больше поклонников смешанных боевых единоборств. Первый бой открытия турнира между Амираном Гагаладзе и Ибрагимом Саговым завершился не в пользу ингушского бойца. Несмотря на то, что продлился поединок недолго, Ибрагим обязательно извлечет ошибки из своего поражения. И в активе сильных сторон у него прибавится возможность не попадаться на удушающий. Удушающим приемом в этом поединке победу одержал спортсмен
спортсмен из Грузии. А вот легкая весовая категория преподносит зрителям немало сюрпризов. Филипп Нарыжний из города Павловский Посад против Алика Албагачиева. Бой обещает быть интересным. Самбист против базового борца. Зрелище точно обеспечено. Алику Албагачиеву, чтобы победить соперника, понадобилось чуть больше 1,5 минут. И в активе бойца теперь еще одна победа, уже третья. И пока ингушский спортсмен идет без поражений. То есть как только подбородок зашел над рукой, все, практически шансов уже выйти не осталось. Такая уж пошла традиция на битве в горах. Ни один бой до конца спортсмены не доводят. Моусер Боков в бою с Игорем Анаприенко очень удивил соперника. Несмотря на дебют Игоря, выглядел он в рейдже очень уверенно. Отдав должное сопернику, Моусер все-таки продолжил гнуть свою линию. И в конце концов вырвал победу в зрелищном и непростом поединке. 1,5 минуты уже меньше, и так показалось, что постучал Игорь. Тяжело, да, но он пропустил там вот уже разбитое лицо у него. Рефери вмешался и остановил поединок. Бой закончен. Просто в доминирующей манере, тотально, буквально разобрал Мавсар Боков Игоря Анаприенко. Так уж получилось, что каждый выходящий в рейдж боец старался обеспечить зрителям зрелище. На фоне гор и среди такой бурной поддержки велотекущего поединка зрители бы не простили. Вот и Нурбек Исмаилов вместе со своим оппонентом Гигой Кухалашвили порадовали зрителей. Шедший без поражений Нурбек был ошеломлен взрывной тактикой спортсмена из Москвы. И несмотря на все попытки перевести бой в партер, пропустил очень сильный удар. После чего рефери остановил бой. Эмоции у грузинского спортсмена зашкаливали. Есть добивание, да, вмешивается рефери, чтобы остановить этот бой. Очень быстро доказал то, что... Ахматхан Аздоев против Альберто Варгаса. Очень интересная афиша. Ахматхан хорош и как ударник, и как борец. Это он доказал всем уже давно. Правда, испанский спортсмен, похоже, был настроен скептически. Однако уверенность у него прошла сразу после нескольких пропущенных от Ахматхана ударов и блестящих переводов в партер. Поднявшись, Альберто Варгас уже выглядел менее уверенным. И этого ингушскому бойцу показалось недостаточно. Удар коленом в голову сокрушил испанского бойца, а остатки сил из него выбили добивание Ахматхана. Да, в очередной раз... О! Казалось бы, поднимается испанец, но страшнейший удар коленом Ахматхан Аздоев. Нокаутом, да. Для поклонников боевых искусств этот праздник спорта представит еще несколько интереснейших боев. Отдельно стоит выделить бой Моусера Евлоева против Павла Ветрука. Чемпионский поединок станет украшением этого вечера. Участникам остается пожелать удачи и пусть победит сильнейший. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Главный герой вечера Моусер Евлоев. Он завоевал пояс чемпиона М1 Global в легчайшем весе по итогам 5 раундов против Павла Ветрука. Бой был напряженным, и победа далась нашему бойцу заслуженным. Смотрим сам поединок. Триумф Моусера, достойную борьбу противника, признание и поздравления. Ветрук в белых шортах, соответственно, Евлоев в черных. Дважды достигают цели удара Мавсара Евлоева. Но и Ветрук не прочь зарубиться. Размен ударами в клинче. Здорово. Падает. Под одну ногу проходит, забирает корпус и уже переводит на настил. Призывает активнее работать на ногах. Сам, что попал, ему пошел. Добивает еще в клинче, дорабатывает этот эпизод. Пробивает тяжелые апперкоты, что в корпус, что в голову. Потерялся в какой-то момент Павел Ветрук. Выбросил колено. Отличный перевод получается у Мавсара Евлоева. Вновь забрал он эпизод, и минута не прошла. Диагональный контроль был не так долго, вот сейчас вновь. Активная борьба, естественно, рефери не вмешивается в происходящее. Удары слева и справа. Павел уже перекрывается просто блоком. Не пытается вязать руки Мавсара. Доминирует Евлоев. Тогда у Павла огромные проблемы. Хотя пока у Павла получается немного. В углу ему рекомендуют работать вторым номером, дергать, уходить, опять встречать, снова разрывать дистанцию. Ну и, конечно же, логично не пропускать Мавсара Евлоева в борьбу. Ну, как раз у бойца из Ингушки одна нога заправлена, вновь прекрасный разворот, но вторую правую не сражаться до конца. Ну и Мавсар его не отпустит, конечно. Здесь последние 10 секунд будет дорабатывать по максимуму. 3, 2, 1.
И Финальный все, гонг, бой да. закончен. Можно поздравлять Мавсара Евлоева с этим успехом. Выходил в чайшем весе M1 Global. Непобежденный Мавсар Евлоев. По-прежнему непобежденный. Порадовал он публику, порадовал всех зрителей и главу республики Юнусбека Евкурова в том числе. И сейчас Вадим Вингельштейн вместе как раз с Юнусбеком Евкуровым одевает пояс чемпиона на Мавсара Евлоева. Настоящий. Алейкум, свою победу, этот пояс я хочу посвятить на день рождения своей любимой республики. Дал долг поддержки Хамил Бяхачин, дал борца Болбой. Барко. Горжусь. Шитай поносия едят, хаманосия едят, мохканосия едят. Кунагу настоящий. Берите все пример. Нарязхан. Трогательный момент. Конечно, хочется сказать нашему Вадиму. Мы 6 лет назад начинали этот турнир. Сегодня 25 лет республике. А мы начинали турнир, когда республике было 20 лет. И я вам расскажу одну историю. Когда мы встретились с Вадимом, я думал, что бы такое сделать, чтобы про республику говорили что-то хорошее, чтобы показать республику с другой стороны. И когда я Вадиму предложил, слушай, давай сделаем, он очень настороженно кивал головой, понимая, где М1, где Ингушетия. И мы договорились. У нас не было спортзалов, не было дворца спорта. И мы выбрали самый оптимальный вариант, самый дешевый вариант. Посмотрели с ним ряд боев мировых и выбрали эту площадку. Но не эту, а сперва мы были в Ягикале. Под открытым небом. Назвали это «Битвой в горах» и сделали так, чтобы наши бойцы росли. Вадим, тебе спасибо. От меня, от всех жителей, от всех спортсменов. Спасибо. Хочу тоже Ингушетию поздравить с юбилеем, с 25-летием, днем рождения республика. И большое спасибо Юнусбеку Мамагиричу Евкурову, потому что это идея его, и это его детище, и оно растет с каждым годом. Спасибо вам. И новый чемпион. Он просто красавчик. А вот как болели за файтеров жителей республики. Я смотрел дома по Ингушетии, по телевидению смотрел, и боец я смотрел. В этот бой все бои смотрел, очень понравились. Евлоев наш очень там хорошо себя показал. Бои вот нартов, там вот параллельно идут, показывали там. Вот это очень радует, я вам скажу. Это знаю, что есть, там что-то показывают. Спортсмены растут хорошие. Ну, очень позитивно относимся к этому. Ребята очень круто выступили, несмотря на проигрыш одного из них. И особенно меня впечатлил удар с разворота Ингисхана Аздоева. Желаю нашим парням и в дальнейшем добиваться таких высоких результатов. И, пользуясь случаем, поздравляю жителей республики с 25-летием. Прошедшую битву в горах прокомментировал и министр спорта Ингушетии Даут Алхазуров. Вчера мы завершили 6-й международный турнир смешанных единоборств «Битва в горах». Это один из самых больших спортивных мероприятий, которые мы проводим в этом году. К этому турниру мы долго готовились. Дело в том, что из 12 боев в 7 боях участвовали наши спортсмены. Если вспомнить историю ММА, вообще-то это детище главы Республики Ингушетия. В 2012 году, когда мы проводили первый турнир в честь 20-летия образования республики, вот на этом турнире выставить не было, в принципе, наших спортсменов. Если за 5 лет наши бойцы выросли до такого уровня, что наш боец уже борется за пояс чемпиона, это о чем-то говорит. Наши спортсмены долго к этому готовились, проводили учебные тренировочные сборы, а сам претендент за пояс Мавсар Евлоев проводил сборы за пределы России в Таиланде. Готовился хорошо
И тому подтверждение вчерашний поединок. Кроме Мавсара Юлоева у нас еще бились еще 6 бойцов. Все были подготовлены. Конечно, запомнился бой Ингисхана Аздоева, такой скоротечный бой. И другие ребята показали себя с самой лучшей стороны. Единственный один боец Сагов по поражению. Я надеюсь, что он ошибки исправит и покажет себя еще с лучшей стороны. У нас в республике, как я сказал, в 2012 году не было даже одного клуба. Сейчас у нас их более 10. Есть федерация, есть хорошие тренеры, которые учат наших ребят. Сейчас глава поставил задачу даже пригласить иностранного специалиста, чтобы перенять опыт вот таких хороших тренеров, чтобы наши тренеры учились. И мы тоже в этом русло вошли, развиваем этот вид спорта. Залы у нас почти забиты уже. Ребята стремятся показать себя. И я надеюсь, вот такие победы Мавсара и других, это стимул для младших ребят. Они тоже подтягиваются, есть на кого равняться. И в этом направлении у нас поставлена задача. Сейчас мы избираем нового президента федерации. Собрана команда. Я думаю, в этом направлении мы будем работать дальше. Мы раньше проводили турниры где-то в июне месяца. В это время подпадало в то время, где в горах бывают дожди. И из-за этого глава республики принял решение перенести на 1 месяц. Вчера была очень прекрасная погода, очень было много гостей, жителей республики приехали, много гостей, субъектов республики, знаменитые спортсмены. Большой был праздник. Продолжаем выпуск. В государственном унитарном предприятии Алханчурский собирают урожай. Осталось обработать 250 гектаров земли. В среднем с 1 гектара в ГУПе снимают больше 30 центнеров пшеницы. Сейчас на поле задействованы 5 КАМАЗов и 6 комбайнов. Репортаж Марины Муталиевой. 630 гектар озимой пшеницы сорта Юка уже скошено. Уборку урожая начали всего неделю назад, и темпы здесь только наращивают. Осталось обработать еще 250 гектар земли. Если солнечная погода сохранится хотя бы в течение 2-3 дней, от пшеницы останутся лишь побеги, заверяют работники ГУПа. В среднем с 1 гектара в ГУПе Алханчурский собирают 33 центнера пшеницы. Показатель очень хороший, а если сравнить с другими государственными предприятиями, пожалуй, лучший. По количеству в этом году у нас где-то 14-15 тысяч гектаров убирать по республике. А в прошлом году это было 12 тысяч, то есть на 3 тысячи гектаров больше. С чем связано? Это связано, что увеличены посевные площади под зерновые культуры. То есть некоторые хозяйства соблюдают севооборот. В ГУПе в этом году почву своевременно удобряли. Была применена и авиаобработка. Сейчас на поле задействовано 5 КАМАЗов и 6 комбайнов, с помощью которых уже намолочено 2000 тонн зерна. Эта машина называется Полесье. Сделана в Беларуси. Сделана хорошо, техника хорошая. Без проблем работает. Уже 5-й год техники. Нормальная техника. На этой технике мы не проиграли, это точно. Земледелием Магомед Башир занимался почти всю свою жизнь и очень хорошо знает все тонкости, связанные с этой работой. 8 часов мы уже на работе бываем, технику подготавливаем, смазку, все сделаем, потом через часиков 9 выходим так. Солнце уходит нормально. Так пшеницу косить нельзя, когда пасмурно, косить нельзя пшеницу. Почему? Ну и если солнце нормально бывает, она вымолачивает лучше. Если пасмурно бывает, не вымолачивается. Скосить пшеницу лишь полдела. Далее почву обработают и подготовят под посев озимых. Посевная для аграриев региона начинается в сентябре. Это необходимо для созревания и укрепления корневых систем пшеницы. В Минсельхозе республики очень надеется, что начало осени будет сухим. Иначе качество и количество продукции могут существенно пострадать. Основное направление, которое сейчас берет Минсельхоз и ГУПы подведомства Минсельхозу, это качество. То есть можно посеять и 1000 гектаров, но получить 20 центнеров с гектара.
А можно посеять 600 и получить 40 гектаров, 40 центнеров с гектара. В следующем году в региональном Минсельхозе планируют засеять зерном 18 тысяч гектар. Всего по республике насчитывается 71 тысяча посевной площади. Все земли стараются ввести в оборот, ведь реализация продукции предприятий приносит доход в бюджет государства. Многое зависит и от ценовой политики. Стоимость зерна в основном определяет рынок. Минсельхоз, в свою очередь, ее регулирует. А для местного населения планируют отпускать продукцию по своей цене. Если мы сегодня, сельхозтоваропроизводители, начнут работать, заниматься действительно сельским хозяйством, то это будет как бы вливание денег в республику. Бюджет республики, хозяйство будет развиваться, людям зарплаты будут. Вот сегодня смотрите, сколько задействовано. Более 20-30 человек, насколько я понимаю, задействовано в Гупало-Ханчурске. Это же зарплата. Если для скоса и перемолки пшеницы необходимо больше солнечного тепла, то кукуруза и подсолнух без поливки не обойдутся. Нижний ярус листьев уже начинает подсыхать. Тут аграрии надеются хотя бы на редкие небольшие дожди. Марина Муталиева, Гапур Чехиев, Новости 24. Кавказ как объект пристального внимания туристов. Кто-то путешествует сам, другие обращаются к опытным гидам. Для тех, у кого времени мало, мемориал памяти и славы – идеальный вариант. Здесь всего за час можно ознакомиться с самыми важными событиями истории ингушского народа. Сюжет Заремы Ивлоевой. В воскресное утро города обычно безлюдны, люди отдыхают после тяжелой рабочей недели. А вот мемориал памяти и славы в выходные дни, наоборот, становится центром притяжения. Сюда то свадебный кортеж заглянет, то автобус с туристами. На этот раз гиды привезли отдыхающих из Кисловодского курорта. За один день автобус посетит почти все субъекты СКФО, поэтому остановки очень короткие. Но мемориал успевает за это короткое время зацепить туриста, а значит, он приедет сюда еще. Нашим экскурсантам эта остановка всегда нравится. В первую очередь все подчеркивают чистоту, которая здесь присутствует. Это немаловажно. Поэтому на этот момент, конечно, все в первую очередь обращают внимание. Ну и, конечно же, все то, что можно было собрать в историческом формате, здесь представлено в полной мере. Очень интересная программа у нас получается с посещением именно этого места. Так что спасибо вам большое. Ну и, конечно, все отмечают гостеприимство наших республик в первую очередь. Ингуш, защищавший Брестскую крепость, конная дивизия времен Первой мировой войны, состоявшая из добровольцев с Кавказа, которые даже не подлежали призыву на военную службу. Многочисленные уроженцы из Ингушетии, павшие на фронтах Великой Отечественной. Здесь, на мемориале памяти и славы, отражена история маленького народа, тесно вплетенная в историю России и даже мира. Каждый экскурсовод рассказывает это своей туристической группе, будто снова и снова перелистывая страницы истории. Всех женщин, стариков, детей погрузили вот в такие бортовые машины утром 24 февраля и повезли на железнодорожные станции, где погрузили вот в такие вагоны, которые не имели ни отопления, ни санузлов, ни вентиляции. Люди ехали стоя от 18 до 21 дня, потому что загружали в эти вагоны от 50 до 100 человек. Многие раньше уже бывали в Кавказских горах, но вот равнинная часть стала привлекать путешественников сравнительно недавно. Я впервые вообще на Кавказе и с большим удовольствием посещаю места. Мне это очень интересно. В Ингушетии тоже в первый раз. Правда, у нас здесь маленькая остановка, всего полчаса, но за это время, конечно, вот этот комплекс, он поражает своей величественностью, своей чистотой. В общем, все. Конечно, хочется знать больше. Люди гостеприимные, отзывчивые. Нету такого, чтобы какая-то неприязнь. Им все это интересно. Хочется знать больше. Узнавать друг друга, культурами обмениваться. Потому что это все наша история. Данный непосредственно мемориал просто вообще удивительный по красоте. То есть сочетание, на мой взгляд, и архитектурного решения, да, на фоне природы необыкновенно красивой. То есть мы все просто в восторге, вот, и взрослые, и дети. Вот. Ну и, конечно же, я считаю, что это очень важно, что есть такой мемориал. И вот даже ребенок интересуется, да, куда были, куда увезли людей. Да. Вот дедушка у нас из Казахстана, вот, она теперь понимает, да, что, откуда, куда история. Каждый день, в особенности по выходным, у этого мемориала останавливаются десятки, а то и сотни человек. Туристические группы из Минеральных вод, Кисловодска, Пятигорска культурно просвещаются на Кавказе. Зарема Ивлоева, Залина Магушкова, Адам Долгиев, Новости 24.
Ну и вот, кстати, в сентябре Ингушетию посетит съемочная группа передачи о вкусной еде и путешествиях со вкусом. «Поедем, поедим» телекомпания НТВ во главе с ведущим английским бизнесменом и кулинаром Джоном Уорреном. По информации пресс-службы Комтуризма Ингушетии, путешественник пройдется по стране башен и его окрестностям, посетит настоящую ингушскую свадьбу, полюбуется красотами природы и архитектурными достопримечательностями. Ведущий гастрономического шоу узнает о том, что такое кухня по-ингушски, приготовит и отведает настоящие деликатесы, которыми так славится Ингушетия. Кухня ингушского народа – одна из самых вкусных, простых и древних в мире. Уважаемые родители, 26 июля в 15:00 в актовом зале школы-лицея Магаса состоится встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с жителями республики. Главный вопрос обсуждения – это прием детей в школу-лицей города Магас, школу-гимназию Магаса и школу-гимназию Назрани. Просьба к родителям, желающим участвовать в этой дискуссии, прибыть на место проведения встречи до 14:30. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.